из лучших, поддержка через законодательство той же государственной системы, чтобы она была прозрачная, понятная, тот же электронный документооборот, на всевозможные разрешительные работы во всем мире уже давно перешли через электронные средства коммуникации. Это борьба, безусловно, с коррупцией. У нас народ очень относится к несправедливости очень щепетильно. И мы этот вопрос должны урегулировать законодательно. Народ должен знать, у кого, откуда, какие средства, на что он живет. Особенно это касается тех, которые работают в государственных органах. Запрос на справедливость очень большой. И то, что наш народ даже в таких условиях он успешен, наш народ принимает миллионы туристов. Вы где-нибудь слышали, что кого-то где-то не уложили, или кого-то не накормили, или кому-то... То есть на этом наш маленький народ с этим справляется. С огромными потоками транспортными, человеческими, товарными, финансовыми. Если бы мы были неуспешны даже в этих условиях, у нас денежный оборот в стране в 3 раза не увеличился бы за эти пару лет. То есть надо просто грамотно и профессионально подходить к тем возможностям, которые есть, а не искать мифические там возможности или соблазны. И наш народ может жить достойно и солидно, и развиваться, и находить ресурсы и на демографию, и на помощь молодым семьям, и достойные пенсии. Но для этого нужно проводить современные реформы. Надо не отставать от 4-й технологической революции. Если мы от этого отстанем, мы потеряем все. Но кто будет их делать, если мы сейчас говорим о том, что там совершенно не собираются этим делать? Ну, это понятно, уже 4 года, если бы собирались, то уже сделали бы. Но они в такой ситуации, знаете, это когда заканчивается срок избранной власти, неминуемо. Естественно, хочется-то дальше продлить эту власть. Но это вопрос народа, и за народ никто не может это решать и не должен решать. Спасибо. Можно? Очень ты предлагаешь искать проблемы внутри правительства, а не внутри общества, я так понял? Я считаю, что если по поводу иноагентов, да, я предоставляю слово. я не видел, чтобы неправительственные организации перекрывали дороги. Я не видел, чтобы неправительственные организации штурмовали здания. Я не видел, чтобы неправительственные организации тайно занимались политикой в нашей маленькой стране. Да, может, я что-то не знаю, чтобы на них такие вещи придумывать, даже это в будущем. Потом, что касается России, вы знаете, в России нас всех знают. Если кто-то здесь думает, что в России нас не знают, кто чем занимается? Тут у них столько спецслужб, они про нас даже знают больше, чем и придумывать для России. Нам новые биографии или новые там ярлыки на нас. Зачем? Это бессмысленно. И да, Россия, там есть люди, которые нас поддерживают, есть разные люди, есть люди, которые, им вообще может не до нас. И если нас что, хотят лишить критики, даже того же какого-нибудь российского чиновника, и преподнести, что это антироссийские настроения, и что они надеются, что в Кремле кто-то в это поверит, что ли? Нет, конечно. Поэтому это игра с целью продлить власть любой ценой. Все. Надо просто спокойно готовиться к выборам, выходить на выборы, предложить народу. А народ разберется сам, и за народ не надо решать, что народу можно слушать,
кого надо слушать, кого не надо слушать. Это все в прошлом. Не надо нас туда возвращать, в прошлое. Спасибо.